Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», в пражской студии Гузель Худайбердиева. Ровно 12 лет назад в Туркменистане произошли политические события, в связи с которым десятки человек в одночасье стали осужденными и пропали без вести в заключении. До сих пор неизвестно, живы ли они. Что стоит за событиями 25 ноября и какова ситуация с политзаключенными во всей Центральной Азии? Это тема сегодняшнего выпуска программы «Перекресток». 25 ноября 2002 года власти Туркменистана объявили о совершении группой лиц попытки покушения на жизнь президента Туркменистана Сапармурада Туркменбаши и провале плана заговорщиков. В последующие дни несколько сотен человек из числа оппозиционеров, бывших высокопоставленных чиновников, их родственников и знакомых были арестованы по обвинению в прямом или косвенном отношении к преступлению. Одним из главных фигурантов был представлен бывший министр иностранных дел Борис Шихмурадов, который, покинув правительство Туркменистана в конце 2001 года, начал активную оппозиционную деятельность, открыто выступая на Западе с резкой критикой репрессивного режима в Туркменистане. После 25 ноября 2002 года власти объявили Шихмурадова и других лидеров оппозиции изменниками Родины, осудив пожизненно или на длительные сроки заключения. Самих же арестованных показали по государственному телевидению с самообвинительными речами. Спустя 12 лет ясности как в событиях 25 ноября 2002 года, так и в судьбе арестованных по-прежнему немного. «Покажите их живыми». Вот уже год, как участники международной акции с таким названием требуют от властей Туркменистана сообщить о судьбе так называемых ноябристов. В списке организаторов без вести пропавшими считаются около 65 человек. Участник акции, директор центральноазиатских программ правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев указывает на нарушение Туркменистаном своих обязательств. Здесь мне хотелось бы особо отметить, что вот такой статус содержания этих людей в изоляции, без права переписки, без права общения с родственниками, без права получения передачи, когда даже не сообщается о том, живы они или нет и в какой тюрьме содержатся, это прямо противоречит не только международным обязательствам Туркменистана, но и туркменскому внутреннему законодательству. Конечно, основная проблема это вообще в целом, что этот вопрос о судьбе этих людей продвинуть на политическом уровне, чтобы он снова стал в повестке дня, так сказать, и международных организаций, и там диалогов многосторонних, двусторонних с Туркменистаном. Власти Туркменистана неоднократно отрицали наличие в стране заключенных по политическим мотивам. В то же время нынешний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своей поездки в 2007 году в США в качестве новоизбранного главы государства публично выразил уверенность в том, что они живы. И насчет того, что вы сказали, живы или не живы заключенные, я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока пользуюсь, этим вопросом я не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. 11 ноября этого года скончался один из старейших политзаключенных в Туркменистана Мухаммедкулы Аймурадов. Арестованный в 1994 году из-за связи с зарубежной туркменской оппозицией Аймурадов в мае 2009 года вышел на свободу, проведя в заключении 15 лет. Узбекский политзаключенный Мамадали Махмудов после 14-летнего тюремного заключения летом этого года вышел на свободу. Правозащитники сообщают о десятках оппозиционеров, осужденных в Узбекистане по политическим взглядам, и заявляют, что заключенных по религиозным мотивам тысячи. Мамадали Махмудов об отношении к политическим и религиозным узникам в узбекской тюрьме. В каждой зоне или в тюрьме четверть всех заключенных религиозно-политические. В тюрьме чирких таких 600 или чуть больше. Несколько раз в год их заставляют обращаться к президенту с просьбой о прощении. Если кто-нибудь откажется от написания прошения, его сломают. Во-первых, ему не дадут свидания с семьей. Во-вторых, он будет лишен звонков близким, на которые он имеет право раз в 3 месяца. В-третьих, запретят получение передач из дома. Получается, что 99% заключенных писали прошения, потому что их вынуждали. Я был среди них. Я знаю точно, что почти все заключенные просили прощения не искренне, а только на словах. Но есть и такие, кто прощения не просит. Их с утреннего подъема до вечернего отбоя пытают,
целый день держат на ногах, заставляют шагать и по 100 раз петь гимн Узбекистана. Еще их заставляют чистить снег, помещают в изолятор, где дважды в день заставляют раздеваться догола и приседать продолжительное время. Также некоторых помещают в специальные помещения с раствором хлора, который разъедает кожу. 74-летний Мамадали Махмудов, несмотря на подорванное в тюрьме здоровье, говорит, что не сожалеет о своей политической активности. Он рассказал, что составил свой список политзаключенных, конфискованный впоследствии властями Узбекистана. В Таджикистане за составление списков политзаключенных известный оппозиционер был приглашен на беседу в Генпрокуратуру. О последствиях политической активности и судьбе политзаключенных в Таджикистане в материале моей коллеги Хирамон Бакозада. Несколько лет назад известный оппозиционер был приглашен в Генпрокуратуру за то, что составил списки сотен заключенных, отбывающих сроки наказания, по его убеждению, за политические преступления. В список были включены участники военных событий 90-х годов, последователи различных религиозных политических течений, подобно Хизбут-Тахриру или исламскому движению Узбекистана. Кстати, президентская амнистия наряду с другими преступниками периодически выпускает на свободу отсидевших часть срока за религиозные убеждения. Однако с каждой амнистией пресса в очередной раз задается вопросом о судьбе бывшего лидера демократической партии Махмадрузи Искандарова, экс-главы МВД Таджикистана Якуба Салимова, бывшего командующего президентской гвардии Гафора Мирзоева и приговоренного в прошлом году к 26 годам тюрьмы бывшего министра промышленности Зайда Саидова. Из года в год эксперты приходят к выводу, что в отличие от других заключенных, тем, кто пошел против власти, амнистия не светит. Казахстанская активистка Роза Тулетаева, осужденная на 7 лет лишения свободы, защищая права бастовавших нефтяников в городе Жанаузене, вышла на днях из заключения. Забастовка 16 декабря 2011 года закончилась кровопролитием. В результате огня, открытого по демонстрантам, по официальным данным погибли тогда 16 человек, более 100 были ранены. Тулетаевой было предъявлено уголовное обвинение. Уголовные обвинения фигурируют в деле практически всех политзаключенных в Казахстане. Репортаж нашего корреспондента в Астане Казиса Тогузбаева. В Казахстане о политзаключенных говорят в основном правозащитники и политики. Кто-то говорит о единицах политзаключенных, кто-то о сотнях. К ним они относят оппозиционного политика Владимира Козлова, поэта и диссидента Арона Атабека, правозащитника Вадима Курамшина, бывшего нефтяника Максата Досмагамбетова, бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, адвоката Зинаиду Мухортова и профессора Саята Ибраева. Руководитель правозащитной организации Ар-Рухак Бахчан Таригожина ведет переписку почти со всеми казахстанскими политзаключенными и знает, по ее словам, о проблемах каждого из них. Нас волнует судьба Зинаиды Мухортовой. Она находится в психиатрической больнице. Очень тревожит состояние здоровья Арона Атабека. По Вадиму Курамшину, конечно, он хочет адвоката продвигать конфиденциально, и администрация учреждения ему это не оказывает. Политзаключенным относят активиста нефтяников Максата Досмагамбетова, осужденного на 6 лет тюрьмы по обвинению в участии в жаназенских событиях. Досмагамбетов находится на лечении в онкологической больнице в Алматы. Правозащитников давно тревожит его состояние. Они призывают власти его освободить, но в условно-досрочном освобождении Досмагамбетову отказано. Правозащитники также обеспокоены ужесточением режима содержания экс-президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, осужденного на 14 лет по обвинению в коррупции. Его содержат в колонии в поселке Долинка Карагандинской области. Его надо, чтобы его обследовали независимые врачи, и на основании вот этого заключения можно было бы добиваться его освобождения. Власти, в том числе руководство тюремной системы, опровергают жалобы политических заключенных. Не стал исключением и полковник Абылгазы Идилов, начальник колонии общего режима в поселке Заречный близ Алматы, в которой сидит оппозиционный политик Владимир Козлов. Жалоб за никого не поступило. Это, может, придумал сам Козлов, гад, будут войска сюда воить, и всех будет избивать, такого не будет. Заключенных, которых правозащитники относят к политическим, власти называют осужденными по уголовным статьям. Они отрицают политический мотив в их обвинениях.
Правозащитники отмечают, что в настоящее время меньше всего политзаключенных в Кыргызстане. Тем не менее, за последние годы ряд политиков попал в тюрьму по разным обвинениям. От попытки свержения власти до коррупционных дел. Некоторые из них называют себя политическими узниками. Однако международные организации считают узником совести правозащитника Азимжана Аскарова. В свое время общественный деятель Топчубек Тургуналиев и нынешний лидер парламентской фракции Арнамыс Феликс Кулов тоже были признаны узниками совести. По словам Кулова, пострадавшего во время Акаевского правления, причины для того, чтобы его посадить в тюрьму, были самые несущественные. Но всем было очевидно, что это было натянуто, потому что ни одного тыина из бюджета не было потрачено. Я привлекал спонсорские средства, будучи руководителем. И привлекая спонсорские средства, посчитали, что я должен был эти средства оприходовать, хотя я эти средства направил на приобретение техники. И эта техника находилась на службе национальной безопасности. Я когда ушел, через год она, оказывается, пропала. По мнению правозащитников, лучшая защита от политического произвола – это гласность. И решение проблемы напрямую зависит от степени развития обществ, их правовых и политических систем.